Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей «Здравствуйте». И в начале выпуска коротко о главных новостях. ЦИК утвердила календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Народного собрания. Медики ковид-центров изо дня в день борются за жизни наших граждан. Мы связались по телефону с врачами и узнали об эпидситуации после новогодних праздников. В столице введен новый график верных отключений на подачу электроэнергии. За 17 дней Нового года в республике выявлено 975 случаев заражения COVID-19. Зарегистрировано 17 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Об этом сообщила главный санитарный врач республики Людмила Скорик премьер-министру Александру Анклав на состоявшейся 17 января встрече. По словам Людмилы Скорик, наблюдается некоторый спад распространения инфекции. Однако прошедшие праздничные недели могут изменить статистику. При этом она отметила низкие темпы вакцинации населения. Главный санитарный врач выразила озабоченность ростом числа заболеваний ОРВИ и ОРЗ среди детей. По состоянию на 17 января текущего года 949 случаев по всей Абхазии. Премьер-министр поручил республиканской СЭС тщательно мониторить ситуацию с заболеваниями детей и подростков и до конца недели представить актуальную информацию для выработки необходимых мер. Об этом сообщает пресс-служба правительства. По сообщению оперативного штаба по защите населения от коронавируса на 16 января общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 38 840 человек. Зарегистрировано 572 летальных случая. Более 33 тысяч выздоровели. Медики ковид-центров изо дня в день несут дежурство, борясь за жизни наших граждан. Мы связались по телефону с врачами и узнали об эпидситуации после новогодних праздников. Репортаж Алики Трапш. В Арчалском районе эпидемиологическая ситуация остается сложной. Однако за последние 5 дней наблюдается небольшой спад заболеваемости. Всего по району зарегистрировано 45 больных коронавирусом. Из них 10 находятся на стационарном лечении в состоянии их средней степени тяжести. 15 пациентов проходят лечение дневного стационара и 20 амбулаторных больных, которых мы мониторим по телефону. Сегодня ПЦР сдали 22 человека, и вот мы вечером ожидаем результата. Все они первичные, эти 22 человека. Летальных случаев у нас не зафиксировано. У нас стационар рассчитан только на среднюю степень тяжести. У нас 6 кислородных точек. Мы остальных пациентов тяжелых, которые уже нуждаются в реанимационной помощи, отправляем в инфекционную больницу города Сухум и в ковид-госпиталь в Гудауты. В Ачимчирской ЦРБ с 1 января стационар не перегружен. В среднем в больнице проходили лечение от 8 до 12 человек. На сегодняшний день в стационаре 11 пациентов, у которых состояние здоровья средней степени тяжести. По словам главврача Ачимчирской ЦРБ Мадонны Кишмария, роста заболеваемости коронавирусной инфекции в районе не наблюдается. Было 2 относительно тяжелых больных, но сейчас самочувствие их уже улучшилось. 1 пациент на поточном кислороде, остальные на этих оксигенераторах. Роста не наблюдается. Знаете, обращаются люди с признаками, симптомами простуды, но не все случаи подтверждались ПЦР, и таких мы вели как острая вирусная респираторная инфекция. Такие тоже были в течение этого периода. А сказать, что выросло количество ПЦР положительных пациентов, нет, не выросло. Наоборот, был некоторый небольшой спад. Может быть, повлияло то, что все-таки там каникулы, люди не посещали эти рабочие свои места, школа не работает. Может быть, я не знаю, с чем это связано, но... В Гагарском районе на сегодняшний день зарегистрировано почти 250 ковид-положительных. В стационаре проходит лечение 25 человек. Состояние 4 оценивается как тяжелое. Если к концу 2021 года в Гагарской ЦРБ лечение проходили 8-9 человек, то в новом году эта цифра выросла в разы. Если говорить о результатах ПЦР-тестов, которые мы получаем каждый день, то до конца года это было буквально до 10 человек в сутки добавлялось.
Сегодня это и 20, 25, то есть по-разному, но однозначный рост идет. Конечно, если спрашивать, с чем это связано, но это воздушно-капельная инфекция. Естественно, мы не соблюдаем никакие ограничения. Более того, люди к вакцинации относятся очень критично. У нас, как и в остальных районах, тоже низкий уровень вакцинации. Ну, все это дает свои результаты. А мы можем однозначно сказать, среди вакцинированных, вот у нас уже почти 70 человек вакцинированных прошли по ковид-положительных за весь этот период, да, из них тяжелых случаев вообще не было. В Сухумской инфекционной больнице, по данным оперштаба, на 16 января лечение проходит 40 пациентов. Из них 20 в тяжелом состоянии. Нам не удалось пообщаться с медиками, так как они в постоянном контакте с больными, оказывая им необходимую помощь. Не удалось пообщаться и с врачами Гудаузского госпиталя, так как они работают в авральном режиме. По данным на 16 января здесь лечение проходит 85 человек, в тяжелом состоянии 35, в состоянии здоровья 50 пациентов средней степени тяжести. К сожалению, за 3 дня в Гудаузской ЦРБ скончались 3 пациента. Медики вновь и вновь призывают граждан соблюдать меры предосторожности, чтобы обезопасить себя и окружающих. Главной профилактикой в борьбе с коронавирусом остается вакцинация. Специалисты настоятельно рекомендуют делать вакцину, чтобы защитить себя от опасной инфекции. Алика Трапш, Абхазское телевидение. Продолжаем выпуск. Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Народного собрания. Выборы пройдут по мажоритарной системе. До 21 января должны быть опубликованы списки избирательных округов с указанием границ, численности избирателей и мест нахождения окружных избирательных комиссий и участков, которые должны быть образованы до 31 января. С 21 января по 10 февраля будет проходить регистрация политических партий, инициативных групп, выдвижение кандидатов. Регистрация кандидатов в депутаты завершится 2 марта. Выборы в Народное собрание Абхазии пройдут 12 марта. Будут избраны 35 депутатов. В МИД Абхазии состоялась встреча министра иностранных дел Инала Ардзинба и посла Абхазии в Сирии Баграта Хутаба. Посол доложил о текущей деятельности посольства в Сирии. В частности, была подчеркнута необходимость скорейшего учреждения консульского отдела, сообщается на сайте МИД. Баграт Хутаба также рассказал о реализации договоренностей, достигнутых в рамках работы совместного сирийско-абхазского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству, а также проинформировал министра об инициативах, представляющих взаимный интерес двух стран. О готовящихся к реализации инициативах в гуманитарной и культурной сферах также шла речь на встрече Инала Ардзинба с полномочным представителем Абхазии в Турции Ибрахимом Авицба. Глава МИД подчеркнул важность сотрудничества с общественными организациями Турции в целях укрепления объективного образа Абхазии. Кроме того, в МИД Абхазии прошла встреча министра иностранных дел Инала Ардзинба с председателем Федерации абхазских культурных центров Турции Муратом Махария, в ходе которой были озвучены наиболее актуальные вопросы сотрудничества Федерации с министерствами и ведомствами Абхазии. Участники встречи подчеркнули важность использования всего арсенала культурной и народной дипломатии для укрепления добрососедских связей народов Республики Абхазия и Турции. Федерации была также озвучена просьба о содействии в организации курсов абхазского языка в местах компактного проживания представителей абхазской диаспоры. В столице из-за увеличения нагрузок на электросети введен новый график верных отключений на подачу электроэнергии. Как долго продлятся ограничения и будет ли меняться график, узнавали наши корреспонденты. Репортаж Эсма Гуланзе. Это амперметр – прибор для измерения силы тока. Сейчас нагрузка на 12-м фидере Сухумской распределительной подстанции номер 1 в пределах нормы. Ведь в районе рынка электричество отключено. Как только свет дадут, стрелка прибора мгновенно подскочит до 400 ампер, а выше уже нельзя. Могут сгореть линии и кабель. На распределительной подстанции Сухум-2 ситуация не лучше. Здесь специалисты устраняют последствия очередной аварии, и свет в дома вот-вот поступит. Авария связана с тем, что из-за возросших нагрузок произошло короткое замыкание в кабельной линии, в связи с чем были высокие токи короткого замыкания, которые привели к выходу из строя вакуумного выключателя.
На данный момент кабельная линия переведена на резервную, на новую ячейку, которая была установлена для того, чтобы запитать людей, подать им свет. С 21 декабря большая часть Абхазии, а это 2/3, снабжается электроэнергией из России. Это помогло разгрузить линии. Однако с наступлением холодов нагрузки резко выросли. Отключение света на данном этапе – мера вынужденная, говорят энергетики. Что по ночам сейчас минусовая температура. Естественно, люди включили дополнительные отопительные приборы, что привело к росту нагрузок в наших сетях. Помимо веера, который введен на подстанциях Черноморэнерго, значит, по станциях 110, имею в виду киловольт, мы вынуждены на некоторых федерах вводить и внутренние ограничения. Переток с России есть, но пропускная способность наших сетей, вот, с учетом всех нагрузок, которые сегодня сложились у нас в городе, она критична. Самая сложная ситуация в центре столицы, который снабжают крайне загруженные подстанции Сухум-1 и НИЭПИТ. С большими нагрузками работает и подстанция Баслат, обеспечивающая электричеством улицы братьев Зантария и Чанба. Возникает такое мнение, что мы их с хорошей линии сняли, на плохую линию переподключили, что мы их свет даем другим, они остаются из-за этого без света, но это далеко не так. Просто техническая ситуация иной раз нам не позволяет людям дать больше света. Аварии, вызванные перегрузками, происходят ежедневно. Только за 16 января по столице их было несколько. Весь вечер без света оставался Новый район. К 12 часам ночи авария была ликвидирована. На Маяке из-за повреждения кабеля на какое-то время были обесточены 5 подстанций. Кабельщики или лаборатория сегодня они работают практически в круглосуточном режиме. И уходят с работы в 2 часа, в 3 часа ночи. И бывает так, что и остаются до утра. А на линию выходят наши ребята с наступлением светлого времени суток, не считая диспетчерской службы, которая работает в круглосуточном режиме. Но их силы тоже ограничены. И из-за того, что в ночное время невозможно работать на автовышке, потому что это опасно для жизни. И по этой причине иногда приходится переключать людей на резервные линии, но которые тоже не выдерживают. Нагрузка на электросети растет из года в год. Это происходит в условиях изношенности самих сетей, деятельности майнеров и расширения инфраструктуры. Аппараты стоят по несколько штук в домах и квартирах, на чердаках и в сараях. По словам Тимура Джинджолия, приблизительно 25-30% от существующей нагрузки в столице связаны с деятельностью по добыче криптовалюты. Вроде 2-3 штуки, но суммарно это дает очень большую нагрузку, что сказывается на качестве бесперебойности электроснабжения города. Буквально на позапрошлой неделе я говорил, 12 штук нами было обесточено в квартире у человека. Это 25-30 киловатт нагрузки одна квартира. Это та нагрузка, которая должна была хватать на 6-7 квартир. Сколько еще продлится график веерных отключений, сказать сложно. Однако, по словам энергетиков, при улучшении погодных условий веер будет смягчаться. Эсма Гуландзе, Раму Камки, Абхазское телевидение. Минувшей ночью в частном двухэтажном доме по улице братьев Зантария в Сухуми произошел пожар. На место возгорания выехали 2 пожарных расчета. Как сообщает пресс-служба МЧС, в результате происшествия выгорели подвальное помещение и комната на 1-м этаже дома. Пострадавших нет. Государственная инспекция по маломерным судам МЧС Абхазии объявляет конкурс на замещение вакантной должности водолаза-спасателя. Приглашаются молодые люди от 20 до 40 лет. Физически крепкие и психологически устойчивые к стрессовым ситуациям. Обращаться ежедневно, кроме выходных, с 9 часов до 18 часов по телефону 921 22 17. С 21 по 24 января в рамках международного шахматного фестиваля «Абхазия Open» состоится международный открытый шахматный рапид-турнир «Абхазия Тамыш-Вилледж-2022». Директор турнира, президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба, главный судья 1 категории Отар Хурхмал. Турнир проводится по правилам ФИДЕ, швейцарской системе, в 12 туров. Призовой фонд турнира – 500 тысяч рублей. И в конце выпуска традиционно о погоде.
По сообщению Гидромедцентра, во вторник, 18 января, в Абхазии ожидается переменная облачность. С ночи и до полудня преимущественно без осадков. Во второй половине дня дождь со снегом, переходящий в снег. Температура воздуха ночью -2, +3, днем +2, +7. Температура морской воды +10. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Абхазское телевидение продолжает свою работу.